Всем большой привет! Всем большой привет, мальчики и девочки. В отпуске я нахожусь в Завидово и вот гуляю. Хочу немножко сегодня поговорить с вами про еду, да, и про продукты, которые мы покупаем в магазинах. Вы знаете, на самом деле покупать продукты надо уметь, ну вот реально уметь. Потому что сейчас в современном мире продукты это такая гадость, это как у классика, какая же гадость ваша заливная рыба. Да, продукты надо мало того, что уметь, так и надо знать, что берешь. Вот эти вот все продукты, которые химозные, да, лучше, конечно, не брать, это однозначно. Но сейчас в современном мире, конечно, без химозных продуктов, ну, блин, никуда не денешься. А вот идешь в магазин, смотришь на вот эти вывески все, на вот эти вот пакетики, коробочки, они просто кричат, просто орут: возьми меня, съешь меня. Да-да, вот так вот. И вы знаете, очень многие люди, короче, поддаются этому гипнозу. Честно говоря, я читал даже книгу такую, интересная книга, там про маркетинг, и там рассказывают, как вообще зарождалось это все, как зарождалась реклама, как зарождалось искусство заставить людей купить тот или иной продукт. Да, интересная очень книга, мне понравилась. В этой книге, короче, рассказывали о том, как заставить обычного человека купить тот или иной продукт. Какие использовать цвета, какие использовать слова и как вообще давить на психику человека, и чтобы он покупал эти продукты, и чтобы он эти продукты не просто покупал, а брал всегда. Грустная история на самом деле, но вы знаете, это история с вот этим зомбированием при покупке каких-то продуктов. Она работает вообще и реально работает. Вообще надо продукты брать, вы знаете, обычные продукты. Но и то с этими обычными продуктами можно наколоться вообще по-страшному. Допустим, обычная картошка, да, продается в магазине. Что может быть такого-то с ней-то? Не то. Но она может быть переморожена. Если она переморожена, она уже невкусная, она сладкая. Но это касается очень многих продуктов. Допустим, мясо, да. Мясо может быть тоже перемороженное, замороженное. И не факт, что мясо там вообще свежее, да. Мясо может быть просто быть гнилое. Его могут заморозить, и ты ничего не узнаешь. Да, вот такая вот история. Самое плохое вот в этом во всем, то, что наши... Ух ты, нифига себе, солнце светит. То, что наши дети, они на это все покупаются. Родители, допустим, мы такие, да, взрослые дядьки, тетки, мы, на это все покупаемся. А дети вообще на это все покупаются. Вот эти чипсы, пугань вообще, параша полная. Там, я не знаю, вот эти вот напитки всякие разные. Там Кока-Кола, там Фанта и так далее. Это же параша полная. Я даже на Ютубе смотрел, делали такой эксперимент. Вот этой Кока-Колой или что-то в этом духе, спрайтом там. Чистили чайники, и унитазы. И вы знаете, хорошо очищаются, однозначно. Как-то читал статью про Кока-Колу. Кока-Кола, она вообще такая гадость отвратительная. Там в этой Кока-Коле очень много глюкозы. И ты, когда выпиваешь эту Кока-Колу, то в организм твой попадает... Ой, ё-моё, я думал, кто-то едет. И в твой организм попадает очень много глюкозы. И ты, вроде чувствуешь себя бодрее такой, навеселее вообще такой классный и так далее, и так далее. Но потом, глюкоза растворяется в организме, и ты чувствуешь себя еще хуже.
короче, становишься унылым говном. Вот такая вот история. Да, ребят, очень много сейчас в магазинах химии однозначно. Вот, и я, конечно, советовал вам бы выбирать, что покупаете, и выбирать тщетно на самом деле. Вот, допустим, вот недавно делали шашлыки, вот в Норильске, допустим, мы шашлыки делали. Мне пришлось, чтобы мясо более-менее нормальное было. Короче, шашлык в Норильске, вот из мяса, да, мариновать, и чтобы он стоял 3 дня. Это жесть, 3 дня. Вот здесь я, короче, купил свежее мясо, вот, и, короче, мариновал его где-то полдня, день. И, короче, шашлык получился вообще отличный. Да, шашлычок мы покушали на берегу речки. Вообще классно было. Мне, вы знаете, очень понравилось. Такая вкусняшка, такая погода, тишина, спокойствие. Вообще супер просто. Вот, а по поводу темы, связанной с пищей, продуктами и так далее, я, конечно, советовал бы вам думать, что берете. Вот, потому что можно так наколоться, и просто будет какое-то несварение или еще что хуже. Вот так вот. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, оставляйте свои комментарии, подписывайтесь вообще по-страшному на все мои соцсети, Одноклассники, ВКонтакте, Телеграм даже у нас есть, и Дзен. Да, ну Дзен, про Дзен я уже говорил. Вот. Всем пока-пока, до скорых встреч. И самое главное, я думаю, вы не забыли, да? Всем добра.